Я рада приветствовать вас на нашем проекте «Өрнек». Сегодня у нас необычный гость, имя которого слышала каждая роженица. Отличник здравоохранения, заслуженный врач Кыргызской республики Чубаров Александр Александрович, более известный как Сан Саныч. А вот какой бы вы совет дали молодым девушкам, которые собираются стать мамами? Потому что вы, как люди, на последней инстанции, вам приходится сталкиваться со всеми пробелами, которые были до. Да. Понимаете, сейчас вот с приходом интернета, УЗИ, вот раньше, когда мы только там же в Аше, после окончания ординатуры, я уже работал, остался там, не было ни УЗИ, не было интернета, и женщины слушались врачей, и как-то были спокойнее. Сейчас беременность очень обеспокоенная, потому что сидят в этом интернете. Информации очень много, очень всяких этих группы созданы. Они сидят постоянно с кем-то там консультируются. Вот этих сейчас долны, очень модные, которых даже медицинского образования нет, они проводят курсы, и их там в какой-то вот это в другом направлении это все идет, хотя в акушерстве нет такого там, и вот это все. Сейчас молодежь боится прежде всего, страх этих родов. Да, роды предполагают, что там будет боль, что это достаточно длительный процесс. И я всегда, когда приходят ко мне уже вот записываться на роды, говорю, вы настройтесь, это физиологическое состояние женщины, а у них страх, потому что информация со всех сторон, фильмы, везде все, вот эти ужасы, вот эти крики, все, и они уже... Хотя это заложено женщине, ни один мужчина бы не родил. Спрашивают, да, вот, а если бы мужчина? Естественно, у мужчины не то состояние гормонов. И эта схватка, это можно аналогию сделать с электрическим разрядом, да? Если это перенести на мужчину, он бы умер, конечно бы. Ни один мужчина бы не родил. Без преувеличения. Без преувеличения. А женщине это заложено природой. И если она настроена, да, что как-то будет. И раньше как? В основном же были мамы, сестры, которые рожали, и девочек готовили, да, что ты, дочка, там, приготовься, будет больно, будет это. А сейчас это все воочию видно, эти фильмы, вот эти все, вот тут друг у друга, и у женщины страх вот этих схваток, вот этих родов, и все. И вот мифы, вот эти, да, акушерские и предродовые, что это очень больно. Да, больно, но если женщина подготовлена, и она настроена, и потом, когда уже она входит в роды и понимает, что это можно вытерпеть, и это не превращается в муки. А так сейчас вот первородки, особенно первородящие женщины, они больше накануне вот этими ложными схватками, они сидят, вот у них страх, они ждут эти роды, что будут схватки, а что там будет дальше. Хотя я, например, не знаю, как там остальные сейчас тоже врачи, все рассказываю, когда надо приезжать, когда засекать, когда, что поймите, что там бывает 2-3 дня, это по типу ложных схваток только. Организм готовится, пробные сокращения дает, не надо сидеть. Вот многие сейчас а потом, когда начинаются роды, тоже процесс достаточно длительный. И просто не хватает сил. И раньше, когда не было УЗИ, не было интернета, с одной стороны, нам было хуже. УЗИ это тоже не установка срока родов. УЗИ это метод обследования. Нам важно там, да, нам легче стало, потому что мы знаем там предполагаемую массу плода. Раньше этого не было. Хотя бывают случаи обмана. Женщина высокая, у нее брюшная полость емкая, наружно кажется, что ребенок не очень крупный, а фактически он большой. УЗИ там дает предполагаемый, мы ориентируемся как-то. Там изменения в плаценте, обвитие пуповины. Вот такие нюансы. Раньше этого не было, и мы наобум. И раньше очень было более травматичные и роды и для мамы, и для плода. Сейчас с приходом это да, но опять-таки это делает
минус для беременных, потому что они сидят, вот это вот все, информацию эту питают. В интернете никто только что не пишет, и они все это впитывают, они все ставят диагнозы себе, они все там это, хотя фактически нормально протекающая беременность. И опять-таки миф, что у мамы, что у дочки должны быть такие же роды, как у мамы. Почему? Не всегда. Все индивидуально. Потому что дочка может взять генетику отца, и у нее не будет то, что было у мамы. И даже то, что было у мамы, почему это должно случиться с дочерью. Хотя все девочки уверены, что вот мама у нее так рожала, и она должна тоже рожать. Хорошо. Нет, это тоже не всегда так. И когда девочки настроены, слушаются и нормально себя ведут, и исход родов нормальный. И потом оказывается, что это действительно. Сейчас кесарево сечение. Просят, прям вот кесарево сечение. Да, я говорю, ну подождите, кесарево сечение. Вы думаете, пришли без боли и до выписки ушли без боли? Это же временно, на время операции, пока действует наркотический препарат. Окружить маму поддержкой и любовью — это дать ей силы и уверенность, чтобы преодолеть любые испытания и творить чудеса. Каждая улыбка, каждый жест поддержки доказывает маме ее ценность и незаменимость. Искреннее желание заботиться как о малыше, так и о маме — это залог крепкой семьи и счастья каждого в доме. Подгузники One. Счастливая мама, счастливый малыш. Вот молодые мамочки, которым по медицинским показаниям им пришлось перенести кесарево сечение, потом среди женщин она ощущает на себе обесценивание. Ну, ты же не рожала, ты же не мучилась, хотя это не менее сложный процесс. Это не менее сложно, и я думаю, что не стоит так думать. Это также и это тоже героический поступок, потому что после операции это тяжелее с ребенком, чисто и для себя. Все, я же говорю, хоть это и физиологическая операция, но это операция. А вот по поводу, я поняла, что у молодых мамочек сейчас слишком избыток информации, что мешает. В то же время сейчас очень популярно такое движение, как подготовка к родам. То есть вот именно физически они какие-то упражнения делают, да, ходят на занятия. Вот вы в своей работе, насколько вы заметили эффективность этих упражнений? Нет, в принципе, неплохо. И занятия, они ходят на йогу, там, если нет противопоказаний, конечно, если там беременность, у каждого по-разному протекает. Ну, у нас все-таки беременность, это, ну, наверное, 70% у нас здоровые, да, у нас не больные люди, как это в хирургии или там где-то. Мы работаем со здоровыми людьми. Ну, бывает там, если какая-то экстрагенитальная патология у женщины, все. А в общем-то, большая часть здоровых женщин. Поэтому, если там таких сильных физических нагрузок нет и всего, почему бы нет? И я же говорю, самое главное настрой, поменьше вот этой дезинформации, которая есть в интернете непонятно от кого, это не от специалистов. И вот сейчас с прививками тоже вот целая серия идет таких вот, да, вот отказ, и вот сейчас корь, она не прекратилась, сейчас она волнообразно идет, уже коклюш появился, которого 100 лет не было, потому что с прививками тоже вот такая антипрививочная идет кампания, вот это вот все. Хотя раньше делали, и слава богу, все были живы-здоровы, но были какие-то единичные случаи, это не исключается, это в любой есть эти нюансы. Но вот так вот, сейчас мы тоже берется согласие, мы тоже не настаиваем, если прививки не хотят делать, и все. И то же самое и с беременностью, и с родами, потому что очень много информации всякой. Потом очень молодые мамочки боятся именно разрывов во время родов. Да, это тоже один из мифов, что обязательно должны быть разрывы или разрезы, и потом ушивание, и все. Не всегда и не везде, это все тоже делается по показаниям. Там все по ситуации. Но даже если это и бывает, там это под местной анестезией, все это ушивается, и в принципе все это нормально. А вот какие современные методы, тренды вы вот в своей работе уже используете?
Ну, современные методы и тренды, но в акушерстве очень хорошо, когда мы перешли на исключительно грудное вскармливание, совместное пребывание мамы и ребенка. Раньше же, когда Советский Союз, еще ваше столько родов, детей возили каждые 3 часа на каталке, на кормление, крик стоял во все. Сейчас практически детей нигде не слышно в родильных домах, даже больших, потому что кормление по требованию малыша. Мама покормила, ребенок успокоился, все. Это плюс. Там отсроченное пережатие пуповины, выкладывание ребеночка маме на живот, папин при кесарево сечение, да, это с целью чего? С целью обсеменения флорой не больничной, а домашней. Поэтому вот эти все новшества, которые ввели, минимальное пребывание в стационаре, потому что раньше лежали по 6-7 дней и обсеменялись вот этой внутрибольничной флорой, эти инфекции. Очень много было всяких послеродовых осложнений. Сейчас практически это все и поменяли, это в лучшую сторону. Плюс ввели партнерские роды. Это тоже муж неплохо. Ну, я же говорю, лучше, когда это мама или сестра, или заловка. И именно те женщины, которые уже имели опыт родов. Вот от них помощь действительно хорошая в партнерских вот родах. Потому что они знают, они советуют, они вот, и девочки себя нормально ведут. Муж, да, ну хорошо, но он как-то все равно. Есть еще один момент, когда вот женщины-акушеры, они же понимают степень боли, которую чувствует женщина. При этом они могут позволить себе какую-то грубость. А вот мужчины, хотя они на себе физиологически не чувствуют степень боли, но они более лояльны. Ну, это да. И когда анализируешь вот иногда и смотришь, да, вот коллеги, там все, и женщины потом говорят, ну, естественно, мужчина относится к женщине более как-то с жалостью, сожалением, сочувствием, да, в родах, чем женщина. Женщины немножко, видите, так, как сказать, что ну вот я рожала, я типа родила, и что там вот, ну, это нормальный процесс, естественный, да, в этом плане, конечно, мужчины тут выигрывают. И, ну, все равно это зависит от каждого человека индивидуальный, да, там есть разные типы. А были ли у вас случаи, когда вам пришлось спасать или маму, или ребенка? Ну, конечно, были. Ну, я не буду там подробно сейчас, надо, это, конечно, были, и слава богу, обходилось, все нормально, и были и кровотечения массивные, и с ребеночком были проблемы. Я говорю, вот сейчас стало как с приходом УЗИ, всех этих вот новых методов обследования во время беременности, более легче стало, и уже настороженность. И в последнее время, где-то вот к 2000 годам, возрос процент кесарево сечения вот, по отношению к самостоятельным родам. Не потому, шли такие вот разговоры, что там врачи в каком-то там финансовом плане вот это все делают специально, чтобы там, я не думаю, что это было так. Акцент делается сейчас на ребенка больше, чем на маму, чтобы ребенок был здоровый. Рожу, не рожу, но кого? Вот уже когда берешь и сопоставляешь несколько факторов и делаешь, и сейчас очень много ЭКО, сейчас очень много бесплодия. И мужского бесплодия больше, чем женского. И опять-таки, возвращаясь к менталитету, мужчины, азиаты, многие не хотят обследоваться. И признавать этот факт. И признавать этот факт. Мужчина, который считает, что он в состоянии совершить половой акт, он считается здоровым, он так думает. Он не хочет обследоваться, элементарные анализы не хочет сдавать. Бедных женщин обследуют, лечат, и все это не приносит никаких результатов. А в конце концов выявляется, что сейчас мужское бесплодие очень возросло по сравнению с женским. Поэтому вот эти факторы тоже играют большую роль. А вот не отходя от нашей темы, какие советы вы могли бы дать мужчинам? Потому что это тоже такой важный фактор.
обследуются оба партнера. И это легче и врачу, потому что если кто-то один, это и смысла и в дальнейшем лечении, и исхода, и получения какого-то результата. Потому что если обследовал, там ничего такого сложного нет, обследования в этого мужчины. Все нормально, все, тогда занимаемся женщиной. Если там выявили проблему у мужчины, занимаемся мужчиной, и все. И все-таки и женщины тоже, еще когда я в Аше работал, тогда ЭКО еще не было, там и все это, и вот такие бесплодные пары, я говорю, все какие-то стрессы, и у женщины всегда все здесь. Когда она очень хочет чего-то, это никогда не получается. Когда женщина отключается, отпускает эту ситуацию, и оно возникает само по себе. И сколько было случаев в Аше тогда, когда еще не было ЭКО, лечили, там все, не это, усыновляли ребенка. Усыновили, она расслабилась, отключилась и пошла рожать. Вот эта ситуация с ковидом. Сколько вот у меня мои знакомые даже тоже на 3 или 4 попытки неудачно ЭКО. Последний уже как раз в ковид, она уже приготовилась ехать в Алмату, все, и тут границы закрыли, все. И забеременела сама. И мы родили, кесарево, там желанная очень беременность, там и все. Вот стрессовые ситуации, женщина отпускает вот эту ситуацию, и беременность наступает. По поводу вот детей ЭКО. Есть ли особенность именно во время родов? Я слышала тот факт, что детей ЭКО в основном кесарят. Но нет. Не всегда? Вот сейчас поступила у меня тоже, что будет сама рожать, должна по идее. Не всегда. Вы как акушер-гинеколог, что можете сказать по поводу ЭКО? То есть вы как врач чувствуете, видите разницу во время беременности? Потому что когда женщину готовят именно по отсадке, там же очень большая процедура идет, работа именно женщины, гормональная терапия. Да, это пока это, видите, еще может быть когда-то. Вот сейчас, это же последнее время такое очень, не то что популярно, а показаний очень много стало, как делается. Но пока таких вот отклонений каких-то особо нет. Да, то, что там работа с гормонами и немалыми дозами, это да. И может быть в дальнейшем это будет так. А так беременность у них протекает, в принципе, вот точно так же. Но там учитывается, почему вы говорите, что кесарево больше. Опять-таки там чисто индивидуально. Во-первых, если уже женщина возрастная достаточно, у нее там бесплодие в течение 5-6 там, до 10 лет бывает, и там неудачные, и исключая какие-то факторы травматизации ребенка, и все, тут, конечно, в плане кесарево сечения в плановом порядке. А если там беременность нормально протекающая, самое главное еще настрой женщины. Если женщина настроена войти, но опять-таки я всегда женщинам говорю, когда они настроены на самостоятельные роды, при таких ситуациях говорю без фанатизма, что если вдруг какие-то нюансы в родах бывают, лучше в сторону кесарево сечения, чтобы нам получить в конечном итоге хорошего малыша. Насколько важна именно эмоциональная поддержка мамочек, мы прекрасно понимаем. Вот как вы работаете с папами? Это же тоже такой фактор. Особо как с папами работать? Папы сейчас, в общем, я не знаю, это мое мнение. Но все-таки беременность, роды, это, чисто женский процесс, скажем так, да? Сейчас, конечно, времена поменялись, все. Взять, например, раньше, да, папу вот этого молодого человека, они даже не знали, где находится женская консультация. Я не помню, чтобы мужчины были в женской консультации, тогда еще в Аше, когда я работал, и все. Сейчас, приходят, конечно, вместе, они и стараются обследоваться вместе, и все. Какой-то надо давать, делается из беременности сейчас какое-то, что это не физиологическое состояние женщины, а что они совершили какой-то подвиг. И вот это еще закладывается я беременная, значит, это что-то необыкновенное она совершила.
Раньше это как-то мужчины, ну, как-то относились к этому спокойнее, что это То есть как к естественному. как естественному процессу, да, для женщин, но оно так и есть. Но понятно, что поддержка нужна, да, но не настолько, чтобы это прям вот все, и потом в родах вот это тяжело, что вот это вот, когда вот очень чересчур Важность. внимание, и вот это то, что вот это тоже сказывается на самих родах. Прекрасно. Это мое мнение. А вот какой бы вы совет дали молодым специалистам, которые вот выбрали этот путь? Ну, тут надо, понимаете, вообще в медицине, в Кыргызстане, и в России, я не говорю уже о Европе и Америке, там самые высокооплачиваемые врачи. Это каста, которая стоит первая, потом идут учителя и так далее. Врач не должен быть зависим от пациента. Не различай, там ты богатый, бедный, все. Для него должен быть врач. Для этого должна быть стимуляция. Врач должен получать достойную зарплату. Хотя сейчас зарплаты увеличивают, но это тоже все. Я когда еще вот в 3-м роддоме работал, до перехода в Неомед, приходили ребята в ординатуру, хорошие ребята, и ребята парни, и эти, все. И многие уходят, учатся, и вот видно все, потому что их не устраивает зарплата. У некоторых понятие, что акушер-гинекологи это какая-то отдельная каша, что там манна небесная сыпется с небес, что это самые богатые люди, и что там вот это вот все, и там вот это все, это же не так, это тяжелый адский труд, и нужно еще к этому же прийти, чтобы тебя узнали, чтобы ты какой-то авторитет заработал. Я когда переехал сюда из Аша, меня никто не знал вообще, и я хотел вернуться назад. Потому что меня там ждали, сказали: Сан Саныч, пожалуйста, если только это... И у меня была мысль, потому что я не мог здесь привыкнуть даже. Меня никто не знал. Как раз открыли хозрасчетное отделение в 3-м роддоме. Все спрашивают. Там цена какая-то была смешная, народы только начинали еще там это все. А кто врач? А вы кто такой? Мы вас не знаем. До свидания. Все. Я, хотя у меня уже стаж был, более 20 лет, я уже проработал, я уже оперировал, я уже все. И вот видите, и мне нужно было 4-5 Как будто лет, начать заново. да, заработать этот авторитет вновь. А молодежь, конечно, а им надо все и сразу, чтобы было то, вот это все и все пятое. Так не бывает. Везде труд. И если ты себя посвятил, акушерство, я говорю, это такая отдельная область медицины, в которой ты отвечаешь за 2 жизни, и ты должен, или ты до конца от души отдаешь себя этому, или лучше уходить. Вот вы, как человек, который проработавший много лет в государственных больницах, и сейчас вот вы в частной, какую разницу вы для себя? Нет, разница, конечно, большая. Во-первых, условия. Комфорт для женщины тоже немаловажно, да, вот все-таки вот сейчас вот новые роддома, вот сейчас вот 1-й роддом строится там на территории, сейчас Чуйский закрыли, его перепрофилируют в городской роддом, будет 3-й он новый, и сейчас там, естественно, сделают ремонт, и там все какие-то и условия будут для женщин, тоже немаловажный этот фактор. Конечно, разница большая, плюс отношения, комфорт и вот это все, но это тоже и на родах сказывается. Потому что женщины сейчас тоже хотят, выбирают какие-то условия более И благоприятные. особенность вашей профессии еще в том, что вы 24/7 на связи. 24/7. Да, тут еще вот кто хочет стать или молодым специалистом, что тут все исключается. Даже какие-то куда-то, если я это все непредсказуемо, я не могу далеко уехать куда-то. Я не могу даже там вот пойти, я единственное делаю утром зарядку, потому что пойти даже куда-то вот в спортзал, да, я уже достаточно в зрелом возрасте, да, там, или в бассейн, потому что там телефон и вдруг будет звонить, наверное, что-то экстренное, все. Вот это все исключается из этой жизни, понимаете? Это только когда я уезжаю в отпуск. И я стараюсь куда-то уехать, чтобы там отдохнуть вот действительно от всего, чтобы не было даже звонков, все. В этом плане, да, акушерство это такое. То есть только в отпуске вы не врач, вы личность. Да,
Там вообще это все. А так даже вот здесь, потому что вот с родственниками я не могу там пойти даже в гости и расслабиться там по полной, да, посидеть нормально, потому что в любой момент меня могут вызвать, и сколько было случаев, идем туда, там все, я уезжаю на роды или туда. А как сюда. это все влияет на семейную жизнь? То есть, когда ты не можешь Ну, абсолютно... как семья? Мы уже 43 года в браке. Мы с женой учились в медучилище. У меня 2 сыновей уже достаточно взрослых. У меня внуков 3. У меня внучки уже старше, 22 года. И как-то... Ну, она медик, мы в медучилище, она медсестра, учились, и как-то, ну, она привыкла, и, знаете, ну, и дети у меня привыкли, что вот я без конца дома мне не бывает. И все-таки хочется узнать ваш секрет. Как вам удается так прекрасно выглядеть при такой стрессовой работе? Ну, может, это стрессы. Женщина спрашивает, я говорю, вот да, я даже постареть не успеваю и не могу, потому что некогда действительно. Не знаю, или генетика, или что, ничего особого я с собой не делаю, но вот так. И еще один момент для меня был очень интересный. Все знают вас, Сан Саныч, но при этом ни одной информации про вас. Я, понимаете, я не люблю вот эту вот афишировать эту публичность, хотя меня многие знают и знают неплохо, и в общем, и в Аше, я недавно, кстати, был в Аше, думаю, меня забыли. Позапрошлом году я летал в Ош, там до сих пор помню, была такая встреча трогательная. Вообще Ош это отдельно, это становление моего как врача, как специалиста. Я всему там научился. И вообще это отдельный какой-то период, такой вот основной кастинг моей жизни, который вот мне дал Ош. И я не хотел даже оттуда уезжать. Мне настолько там было комфортно. Там как-то проще, люди сами по себе проще. И вот это все, и вот прям, я не знаю, ну, я родился тогда, Фрунзе это был еще тогда, да, родственники все здесь, мама у меня уже была в возрасте, тогда нам по-любому надо было сюда возвращаться. А так я даже не хотел, насколько мне было там комфортно и хорошо. Поэтому я себя не ощущаю на этот возраст, кстати. Кстати, вот насколько вас это... Я не ощущаю на своих 65 лет, мне через 2 месяца будет 65. Я тоже не ощущаю себя. Я не хвалюсь, просто говорю, я чисто вот по себе я не ощущаю этот возраст. И пока мне хочется там одеться, пока это мне хочется. Может быть, наступит период, когда мне ничего не захочется. Я там уйду там в старости или куда там, не знаю. Но пока мне хочется. Я делаю это не для того, чтобы выпендриться и там быть или как-то выделиться среди других. Поэтому вот это еще приносит какую-то зависть среди коллег. И вот и в Аше были ситуации такие вот. Все как-то вот это некоторых это там. Ну, люди же разные тоже. Это и под всех не подстроишься. Ну, а я живу так. Нормально питаться, нормально жить. И кстати, вот насколько, подумайте над этим вопросом, насколько вы себя ощущаете, потому что я слышала такой факт, что тело как будто подстраивается под этот возраст на ощущение. Ну, я не могу сказать, что прям на 20 лет. Ну, лет 40, 50, на 40, 45 где-то вот так, хотя я и в 45 там был вообще. Вот я не ощущаю вот какой-то вот, ну, я не говорю, что я исключительно здоров, но у меня не было, у меня единственный больничный лист был за 40 лет, я на пенсии уже 5 лет, я получил пенсию в 60 лет по выслуге лет. У меня один единственный больничный лист, когда я приехал хоронить отца, он у меня умер, и у меня приступ аппендицита был, и меня здесь увезли вот в неотложку, прооперировали, вот единственный больничный лист за 40 лет. У меня там нету вирусных инфекций, я там не знаю, что такое там высокие температуры или еще что-то такое, вот это вот все. Я там как-то не мерзляк, я люблю воду, я люблю там море, бассейны, там вот это вот все какое-то это, ну особого чего-то я ничего не делаю, я просто живу. Просто живу, каждый день как праздник, да? Беседа с врачом прошла в легкой и непринужденной обстановке. Нашу съемочную команду завоевал врач своим отношением к жизни. Ему 65, но выглядит он прекрасно, потому что каждый день он живет сегодня. А мы ждем от вас обратной связи. Ваши лайки и комментарии для нас также важны. А если вы хотите кого-то видеть в качестве нашего гостя, можете тоже написать.